Здравствуйте, меня зовут Вайсидин Удинаев, родом из Таджикистана. Потерял своего брата Эхсона Удинаева, более известного в интернете как Сарафрози Мафруз. Росли мы, получается, можно сказать, и не вместе росли с детства. У нас так получилось по семейным обстоятельствам, что он остался в Таджикистане после развода матери. То есть еще один братик там все еще остался. А я с матерью в 1999 году переехали в Москву на заработки. Вот. И в 2006 или 2007 году он уже окончил 9 классов и уже, то есть, решил тоже приехать к нам и быть рядом с нами. Вначале также работали, как все таджики, и все наши земляки, и работали, жили как могли. Вот. И внезапно решили заняться, скажем так, не политикой, а культурой. Хотели вот что-то патриотическое показать. С чем это связано? Это связано, наверное, более натиска информационных вот этих новостей, которые там про таджиков все время говорили плохие вещи, какие они там, равшаны, джамшуды, даже погонялы у каждого свои были. Это все очень-очень-очень трогало нас. Нам было обидно, когда мы выходили на улицу, нас чуть ли не избивали и называли там по-всякому, лишь потому, что мы таджики. И после этого мы пошли к Аблу Давлатову. У него был союз молодежи таджикистанцев при правительстве Таджикистана в РФ. Вот. Находился офис в гостевом доме Таджикистана на Тверской и Мирской, метро Белорусская. И там как бы мы и начали. Но мы были все-таки как волонтерами. Мы могли танцевать, могли там рассказывать стихи, ходить по всяким мероприятиям, где посвящаются Дни культуры или еще что-нибудь. И вот так, где-то года, наверное, 2 занимаюсь активно этим. Когда уже, по обстоятельствам мне так получилось, по спорту, то, что я уже отстал от этого, мне нужно было уже заниматься что-то другим. А брат все-таки затянулся и остался в этих делах, там, с друзьями. Они хотели расширить эту всю организацию, и хотели как-то создать свой сайт, свою программу и развивать волонтерчество и организацию. С чего там отказы приходили регулярно, или письма не доходили до нужных людей. Вот. И у брата, я так понимаю, скапливалась вот эта обида, боль, то, что вот все-таки к тем юным таджикам, которые хотят что-то сделать для своей страны, как-то, да, вдали от родины, как-то показать, улучшить характеристику какую-то хорошую, показать про таджиков, о таджиков что-то рассказать. Вот это у него все скапливалось, и он как-то лопнул. Он и до группы 24, и до оппозиции, о нем никто не знал, он просто как журналист выступал и защищал права, то есть трудовых мигрантов больше. Там выступал на каких-то тоже мероприятиях. Он на нейтральной стороне был какое-то время, то есть он не критиковал жестко как-то правительство, как-то не поддерживал оппозицию. И он сам собой как-то двигался. А потом уже, насколько мне известно, его заметил покойный Умар Аликватов, которого убили в Стамбуле. Вот. У них была встреча, и он просто согласился быть его, не то чтобы быть, а как-то быть рядом с ними и вести их идеологию, да. То есть он опять же и в этот момент он жестко как-то не шел, он просто делал видеомонтажи, сюжеты, писал стихи, в Ютубе они распространены. Вот. Потом как-то все это его вообще очень сильно и сильно затянуло. Потом пошли натиски, угрозы, тому подобное. И это уже он понимал, что пути назад уже нет. То есть ни туда, ни сюда. И неоднократно я с ним разговаривал. Мама, все родственники. То, что давай, ты уже заигрался, ты уже должен остановиться. А что он ответил, то есть, да, там, я просто сам
понимаю все. Я знаю то, что если даже я сейчас уйду, меня с двух сторон просто прижмут. Морально, информационно, физически. Это только Богу известно. Но он знал всю опасность, да? Но он как-то старался все-таки, ну, как-то... Он все-таки думал прежде всего о родных, о нас. И постоянно, то есть, находился вдали. Где-то скрыл. Но он постоянно был на каком-то связи. То есть с матерью, со мной как-то выходил, давал о себе знать. И вот все настолько сильно повернулось, то, что внезапно за один день он просто взял и исчез. 2010 год, это после того, как, по-моему, одной из станций метро взорвали. Вот. Мы проходили ночью, я его просто по привычке встречал его, он работал в Москве, жили мы в Подмосковье, возле автобусной остановки ждал его. То есть он вышел из автобуса, и мы идем с ним по парку каждый день проходим, в принципе. Там стояла компания из 7-8 человек, мы просто прошли мимо них, там, о своем о чем-то разговаривали, но мы любили как-то все-таки усовершенствовать свой русский язык и постоянно с ним разговаривали на русском, чтобы как-то грамотнее себя вести, чтобы грамотнее себя показывать, да. И то есть опыт, там, извините за выражение, смотрите, идут какие-то двое чурок идут. И я обернулся, и брат меня держит за руку, говорит, пошли дальше, короче. И я так, идем дальше, и там один просто наглый подходит, меня из-за спины кулаком, получается, вот в эту часть ударил. Я оборачиваюсь, еще удар получаю в голову. И потом уже эта толпа нас окружает и начинает жестко месить. Все жестко. У меня еще такие шипчики у них были. Если вы знаете, такие перчаточки есть, боевые. У них такие шипы, то есть 3 или 4 шипа. То есть наносили удары по ногам, потому что когда нас они окружили, я постоянно отмахивался ногами, да, и то есть мне вот хорошо вот в эту часть попадали этими шипами. Очень больно было, но я видел то, что уже Ихсан, мой брат, он уже валялся и закрывал лицо только. Еще трое его избивали. Потом и я упал, а потом там уже крики, не крики, они убежали. Нам было тогда, мне было 17, ему 19, вот в этом возрасте мы были. И то есть после этого остался такой сильный, не то чтобы шок, а такой, даже не обида. Для него я чувствовал то, что для него он встал, он сказал, блин, я не понимаю этого всего. И мы же их, что мы сделали? Ничего мы им не сделали. И таких, как нас, он просто между собой после этого мы очнулись, я вообще оправился спустя месяц, наверное. Я был в таком физической форме. Я когда вышел, я оттуда весил на 57 килограммов. Вот, мне очень сильно попалось. Мы с ним разговаривали в больнице, да? То есть он рассказывал, он делился со мной, он говорит, брат, я не понимаю этого всего. Мне вот честно говорит, не обидно, а просто грустно, что все так устроено. Я хочу что-то делать. Давай что-то делать. Хочу закрывать глаза на все и что-то делать. Я говорю, делай как хочешь, но всегда знай свое место. Я говорю, нет, я буду делать так, как вижу. И он то, что видел, он, получается, это и доносил людям. Я так считаю, что нельзя просто брать в ряды программистов, и тем более таких серьезных, которые якобы киберги, программисты. Это вообще, так понимаю, высшая математика, когда ты там взламываешь, уничтожаешь, вирусы пускаешь. Это нужно быть реально очень хорошим математиком. Он был творческим художником, но никак Эйнштейном точно. Нет, таким он не был. Характер, он очень добрый человек, он очень мягкий человек. И для его лет очень-очень мудрый на самом деле. То есть сидишь рядом с ним, и ты понимаешь, что то есть мне там стыдно порой бывало что-то говорить перед ним, глупое что-то. Если говорил что-то, потом раз, и мне стыдно, потому что я понимал, что его молчание это многое значит. Он был, во-первых, умным, во-вторых,
очень на самом деле верующим, таким не глубоко верующим, как сейчас нас всех называют, да, там игиш, не игиш. Я просто верил все-таки в первую очередь в Бога и был очень мудрым, мягким, терпеливым. У него терпение было вообще огромное, наверное. Многое вытерпел, многое. Все-таки, наверное, самое главное в его характере – это его мягкость и доброта, бесконечная доброта. То есть он мог даже иногда что-то делать, какой-то сюжет, видео, сам это переслушивая, и он мог просто слезу впустить, как все плохо, да, как этот мир построен. То есть он уходил вообще глубоко во все проблемы, в каждой детали. Какой-то такой характер. То есть он близко сердце воспринимал. Очень, да. Да, вот про это, то, что он близко сердце воспринимал. Ну, почему он этим занимался всем? Почему это его так завлекло? Завлекло все-таки потому, что он в первую очередь сам был таким и есть. И я тоже такой же трудовой мигрант. И все вот эти трудности, которые видят по сей день наши соотечественники по России, в других странах, да, это мы своими глазами, это он своими глазами видел. И всю тяжесть миграции он почувствовал на руках, на плечах. Он тоже работал, тоже он пек хлеб. У армянов была какая-то зарплата, были постоянные штрафы, неуважение, никакого трудового какого-то там кодекса, еще что-то. Это все у него скапливалось. И он видел, как избивают, мучают, там, я не знаю, там, подшучиваются над его друзьями, над простыми прохожими, которые похожи на него. Это все он говорил. Говорит, мне обидно, почему все так построено, что мы какая-то нищая такая раса, последняя раса. Мне очень было обидно все-таки за свой многострадальный народ, который и так пережил много бед исторических, недавних событий. И как-то это все его сжимало, прижимало, и он не мог просто в стране, потому что он мог что? Он мог красиво говорить, красиво сочинять и красиво представлять информацию, предоставлять, да, то есть сейчас в нашем окружении это редкость, чтобы там человек, который заканчивает 9 классов и так хорошо разбирается в программистике. Он сам все, сюжеты какие-то, видеоматериалы делал, это в профессиональном уровне. И как-то он хотел этим поделиться, что-то сделать все-таки для своего народа. Стой, подожди, а реально он программист был? Либо он Нет, монтировал хорошо? он монтировал хорошо. Ну, в смысле, сюжет. Сюжет. Художественный был, короче. Да. Давай вот на эту тему тоже, да, что он как бы был человек творческий, но далеко как бы, а чтобы быть программистом, в частности, нужно иметь математический склад ума. Логично как бы? Вот, про эту тему, как бы, да? То есть его обвиняют то, что в кибератаках. В кибератаках у него не было такого образования, таких навыков, чтобы там каждую деталь программистики, чтобы он знал. Он был более, наверное, всего художником, да? Он умел что-то делать, но не так глубоко. Он умел что-то делать красиво, но опять же не до такой степени. Как выставляется сейчас информация, идут от Озодагон, других источников, то, что там он обвиняется в ряд каких-то преступлений, которых, кто-то оспаривает, а кто-то говорит, да, то есть он был виноват. И якобы он сам как бы признавался где-то, что он это сделал. И в основном его логика вообще, я так понимаю, заключалась в том, что вот все-таки надо выходить из того статуса, в котором мы есть. А у нас статус не самый хороший. И надо как-то оправляться. И все-таки он хотел делать эволюцию, а не революцию. Он был настроен на эволюцию. Эволюция — это там сажать деревья, там еще что-нибудь, показывать, все-таки красоту, строить дома. У него идеология такая была, эволюция. Когда уже, я так уже понимаю, когда я там с ним чересчур уже жестко начали уже заниматься наши, и он уже как-то начал тоже жестко и отвечать. Я так видел это, я так понимаю. Естественно, его никто не поддерживал из родных, еще что-то. Наоборот, все говорили, еще не время,
давай, потому что там родственников каждый день таскают за тебя. Тут у нас, да, проблема. Говорит, и так живем на птичьих правах, да, зачем еще эти проблемы тебе нужны? То есть он уже говорил, что ну, что я могу поделать, что я могу поделать. Мою информацию так приняли, ну, это не моя вина, это уже ихнее мировоззрение, наверное, на мою информацию. Вот. И везде есть, говорит, блогеры, журналисты в любых странах. Говорит, я один из них. Ну, раз не нравится, ну, что я могу поделать? В Фейсбуке часто есть страничка одна, там мама сидит, следит за новостями, и иногда в порыве эмоций она высказывает всякие там вещи тем же самым, то есть оппозиционным деятелям, да, как-то она и ругается, и смеется с ними, и как-то еще что-то. То есть я вижу, как просто все говорят, мы понимаем твою боль, мы понимаем твою маму. На самом деле это, оказывается, очень трудная ноша, когда родная мама сидит перед тобой 5 минут ровно, она смеется, еще 5 минут плачет, еще 5 минут в прямом смысле танцует из-за того, что она уже не знает, куда себя деть, потому что это все-таки как... Это был ее самым любимым сыном, она всегда оберегала его, и для нее это был большим ударом, очень большим ударом. И она каждый день, каждый божий день, каждый час в прямом смысле, без преувеличения, смотрит новости, видит его фотографии и начинает плакать. Плакать не так, что просто слезает, орать, кричать и плакать. Ругается на меня, я поддерживаю ее, хватаю ее, успокойся. Другие люди как-то это не понимают. Ну, все говорят то, что мы понимаем, да, там, вашу боль, боль нашей матери и все такое. Но на самом деле не уверен, что все понимают. Я брат, я мужчина, я как-то более адекватно и трезво отношусь к этой проблеме. Потому что я знаю то, что моей депрессии, я брата своей депрессии не найду. Надо как-то радовать себя в первую очередь, как-то настраиваться на лучшее, как-то все-таки надеяться на хорошее и идти напролом всему и всем, чтобы найти о нем новость, его, и оправдать какие-то слухи неподтвержденные, да. Но маму все-таки трудно уже вот 2,5 месяца. Мы несколько раз уже побывали в больнице из-за давления. Она сейчас себя очень плохо чувствует. И все-таки хотел обратиться опять же к тем людям, которые знают моего брата лично, которые слышали о нем. Может быть, у тех, у кого он сейчас есть, задержан. Если есть какая-нибудь информация, просто дайте, чтобы вот эта женщина успокоилась, чтобы уже узнала, что-то знала, что-то, как вам объяснить. Уже так беспристрастно, чтобы не кричала, не орала и не болела попросту. Вы не только, скажем так, не хочу ни на кого тыкать пальцем, просто этим вы забрали пропал не просто Сарафроз, не Эхсон. С моим братом пропала моя любимая мама. Пропала та женщина, которая любила радовать меня, любила готовить вкусные вещи. А сейчас у нее по голове одна вещь. Это где Эхсон? И вот эта тишина на самом деле очень-очень беспокоит ее в первую очередь. И видя это, я сейчас не смогу описать, как это все-таки на самом деле больно видеть, грустно видеть свою любимую маму, которая прошла в прямом смысле через огонь и воды в России, в Таджикистане после гражданской войны. То есть повидала очень много. Она для нас не только мама, в первую очередь она очень строгий отец.